Чем РТС, привет, дорогие друзья! В проекте «Территория Коми» Генрих Немчинов. Расскажем о городе Инта, республике Коми. Это город северный, например, сейчас на улице минус 35 градусов. Холодно, соглашусь, но зато солнечно. Здесь живет очень добрый и отзывчивый народ, это было видно уже на ЖД вокзала. А после того, как выпустил пост, мне написало человек 12, наверное, звали в гости и показать Инту. Интинцы своими комментариями выразили проникновенную любовь к родному городу. А в этом фильме мы встретимся с жителями Инты и попробуем составить портрет золотого сердца Коми. Я хочу, чтобы все знали, какие здесь люди у вас на севере. Доброе утро. Вот это тут солнце мощнейшее. Взял в аренду машину, чтобы было комфортно передвигаться. Честно говоря, пообщался с местными жителями и уже задумываюсь о переезде в Инту. Тут столько материала для этноблога, что за одну поездку на неделю мне не справиться точно. В 1957 году на экраны вышел фильм «Случай на шахте 8». Его полностью сняли в Инте. Благодаря кинокартине мы можем увидеть здания той эпохи, некоторые из которых сохранились до наших дней. Дома цвета спелого манго. Визитная карточка города. Фасады многих зданий в Инте украшены орнаментами. Это для позитива в короткие зимние дни. Ну вы посмотрите, какая эстетичная, неорущая вывеска. Красота! Наша водонапорная башня была построена ее строили в 53-54 годах. Архитектором внешнего вида является швед по национальности, уроженец Прибалтики, Артур Густав Тамвелиус. Когда происходило вот это строительство, вокруг башни еще долгое время лежал мусор. Там останки кирпича, металла. И кто-то пришел, что-то забрал и унес. И вот пазлы этой истории, они сложились только в 91 году. Оказалось, что в основании шпиля была заложена капсула на память будущим интинцам, так ее назвали. О том, что туда была заложена капсула, знало всего 3 человека. Борис Холостов, зная о том, что там капсула и что, возможно, ее скинули, он подошел в этом мусоре, покопался, нашел ее действительно и унес к себе домой. И здесь в Инте он долгое время хранил ее, не вскрывая. Потом, когда ему разрешили выезжать из Инты, он уехал к себе на родину, в Таллин, и забрал эту капсулу с собой. И там еще хранил ее несколько лет, не вскрывая. И только в 91 году он вернулся в Инту, привез эту капсулу с собой, и при сотрудниках музея она была вскрыта. Что она из себя представляла? Картон в виде цилиндра, обмотанный изолентой и залитый гудроном для сохранности. И когда капсулу саму разрезали, там оказались фотографии строительства башни и несколько записок, написанных рукой Тамвелиуса. В том числе записка с национальным составом строителей. Список из 69 народов. Дают понять. Инта, интинец – это не принадлежность к городу, это национальность. Как бы нация отдельная. Это начало 30-х годов, прошлого столетия. На голое место, в эту тундру, в это болото скинули 120 национальностей Советского Союза, которые вырастили город, породили коренных интинцев уже потом, и построили город, который не имел отношения ни к местному населению, ни к республике Коми. Сильные люди, добрый народ, дом обрели среди снежных широт. Высится башней, сияет звездой город, который зовется Интой. Инта, есть такая широта, тундра здесь берет начало. Во дворе 2 часа ночи, сегодня максимально низкая температура в Инте, минус 40 градусов, но на душе теплее, как никогда. В чем дело, спросите вы? Да есть тут одно событие, 2 человечка. Мне очень понравилось находиться в Инте, я влюбился в интинцев, поэтому решил позвать в эту командировку свою семью. И дальше мы будем снимать фильм про Инту вместе.
Главная улица НТ, улица Кирова. Деревянные избы стоят здесь, но они расселены, там уже никто не живет. Кстати говоря, местный житель мне рассказал, что брус на эти дома привозился из моего родного района, из Ижемского района. Вот чем мы связаны с городом Инта. А еще связаны с тем, что здесь живет очень много коми-ижемцев, оленеводов. Они такие быстрые! Карьяс, олени, их тысячи. Мы ехали, долго искали, их обнаружили издалека, и они начали от нас бежать по тундре. Все это снимали, это был экшен, просто экшен. Мы скакали по кочкам, по оврагам. В санях все перевернулось. Сегодня нам повезло, чуть по теплее, минус 20 градусов примерно. Спасибо за впечатление нашему другу Алексею, оленеводу. Он живет в Инте в микрорайоне Юж-Тудор. Это район, где в основном проживают оленеводы. Наш проект «Территория Коми» там приняли душевно, вкусной едой и с песнями, которые поются в тундре. Kırlışmaz varışmaz tene kokavlı Tıdan tıtayız burnu Хотя ми пенсия петсо лафа, какой там лафа, унжуктан окшину коле, ты тати чонда, инта да деревня да стройка да тики да медес да кой медес. А хотя он орсо, хотя он, зетем ке родителями зете кыскаши меня. Я там родилась, у нас мама всех детей в тундре родила, никого в больнице, оказывается, не родила, никого. Наверное, самые честные и искренние разговоры всегда получаются на тему Родина и призвание. У нашего следующего героя призвание оленевод, а родина тундра. Здесь представлены красоты тундры, жизнь тундры. Когда у нас стоит чум летом, у нас вообще экскурсия начинается с этой выставки. Люди приходят, и я начинаю рассказывать, вот, чтобы какое-то представление они имели, а потом уже идем мы в чум, и там уже я рассказываю о бытии оленеводов, о жизни оленеводов. Ну, рассказываю именно коми, потому что очень многие люди приходят, ну, спорные вопросы, такие моменты интересные бывают. А вот я был в чуме, например, а у них не так. Ну, они, например, были там у хантов или у немцев были. Я говорю, нет, я именно рассказываю о нашем районе, как мы, как у нас живут оленеводы. Гордые горы Урала возвышались над бескрайними просторами макушек хвойного леса. В 2020, наверное, году уже. Вот. Почему? Ну, очень хотелось в орган. Вот. На тот момент все дорогие были. Вот. Как-то так получилось, что вот, решил сам попробовать сделать. По большей степени успокаивает. Вот. Если какие-то проблемы, взял, сел, поиграл. Очень замечательно. Ну, приглашают иногда в какие-то мероприятия, вот, на какие-то дни, там праздники. Вот. Играю там тоже. Интинский мастер по варгану подарил мне музыкальный инструмент. Буду учиться играть и, возможно, когда-нибудь выступлю на сцене Дворца культуры и техники в городе Инта. Очень хотел сказать свои слова. 2 дня он находится, сегодня уже и семья здесь с Генрихом вместе. Пожалуйста. Да, Чолом Донайортиас, привет, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть в этом зале сегодня. Да, я действительно в Инту приехал, и знаете, ваш город вдохновляет на новые победы, на творческие новые проекты. Я пожил 2 дня и решил пригласить свою семью, жену, ребенка, и они сегодня ночью приехали в Инту, чтобы вместе со мной вдохновиться вашим городом. И сегодня я очень рад, что присутствовал на фестивале. Катюша, Атте завыжит.
где-то учились этому? От птичек. 9,5 лет научилась. Они свистят, и я свистела. Так и научилась. А двойняшка, сестра, красавица, ей подметки не годилась. Она даже ни разу не могла свистануть. А я, вы не поверите, как хочу пальцами научиться. За всю жизнь не научилась. Ни разу не свистанула. Вы можете? Художественный свист, игра на музыкальном инструменте, шикарный голос, либо талант описания северных пейзажей на холсте. Мне кажется, что каждый индинец наделен каким-то талантом. Кажим, горы, Урал, там все, вот туда мы ездим. У меня дети приходят, рисуют, и как бы я занимаюсь, несколько групп, вот у меня остались остатки тут. Им очень было интересно, я сказала, у нас, говорю, блогер, этноблогер придет. Они так, а можно мы останемся посмотреть? Я люблю больше всего рисовать гуашью или пастель. Да, моя кошечка. И вот мы на конкурс работу рисовали. Космос. По стенам висят это вот наши работы, а вот студийные у меня девочки и женщины вот рисуют, стоят работы. Студийные со студии зарисовали. Тут дети, вот детские разные работы мы тоже тут чего только не рисуем с ними. Вот всякие. Вот. Да, а мы с детьми-то всем. То есть вот это вот мы рисовали, но серия была, мы делали тоже вот с детьми. Вот такие вот дома из разного материала, все, что на выброс идет. Потом это все. Вот у нас такой-то интинский домик такой. Скалы, все 100 километров вот таких скал высоченных. Там палатку ставить очень хорошо, оттуда пейзажи хорошие. Вот они скалы, повороты такие вот. Природа у нас шикарная, конечно. Здесь, да, Любашка приехала на этюды и все, и осталось. Закупились картинами и потопали в следующую мастерскую еще одного интинского художника, Виталия Викторовича Трофимова. Человек очень своеобразный, со своей философией на жизнь. Заходите. Так что вот. Это я сам строю лодки, на которые сам хожу в горы и так далее. Я никогда не писал и не рисовал с натуры. Понятно, да? То есть я рисую и пишу по памяти. Поскольку у меня память очень плохая, поэтому получается, что я очень многое как бы своего внутреннего впечатления, нежели от виденного изображения. И исходя из этого, получается, что как бы, то есть я по образу подобию, ну как все мы устроены, по образу подобию Божьему, как бы вот это дело делаю. Учитывая, что я это люблю, наверное, это не от дьявола. Понимаете, да? А вот от дьявола другой. Вы мне предлагаете, напиши мне пейзаж с голубым небом, и я вам заплачу в 2 раза больше. Я пишу. Через 5-6 раз исчезаю я, как личность. Понимаете, да? 3 года работал в художественной школе. 3 года. Вот. Я уже со своими учениками, с субботы на воскресенье родители, те же не бедные люди были, на машинах вывозили меня с ними на станцию. Садился в поезд, мы ехали в Абесь. В Абесе у меня сейчас дом есть. Тогда был маленький, ну типа, ну все равно печка была и так далее. И я с этим детишком ездил рисовать. Поэтому я опять, наверное, чемпион мира или СССР. 4 из моих учеников, хотя я всего 3 года работал, 2, 3, 4 класс, без окончания каких-то училищ и так далее, поступили в Суриковскую. Мы еще долго общались с Виталием Викторовичем, он мне рассказывал интересные факты про архитектуру Инты, а она действительно в этом городе интересная. Например, символ Инты – водонапорная башня. Фактически башня состоит из 4 ярусов. На 1-м этаже музей ГУЛАГа, 2-й ярус с оставшимися трубами, по которым осуществлялась подача артезианской воды наверх. 3-й ярус – резервуар. Сейчас смотровая площадка. 4-й ярус – это шпиль со звездой. Недалеко от башни находятся ворота с надписью «Инта – золотое сердце Коми». Поговаривают, что именно в этих воротах есть жилые квартиры. Сотрудники краеведческого музея еще рассказали несколько интересных фактов о архитектуре Инты. Послушаем их. Вы там были уже в ДКШ, да? Вот эта вся лепнина, это все выполнено руками Тамвелиуса. По его эскизам это все розеточки сварены. Гипс, можно сказать, как бархатный, да, вот состав этого
до сих пор никто не знает. Самый первый бассейн в Республике Коми был построен в Инте, но до наших дней не сохранился, так как он был деревянным. Но по старой памяти в Инте в бассейн мы все-таки сходили. В Инте работает 3 бассейна, мы в поселке Западный тоже будем купаться. Ну, снимать обширный фильм про Инту, так снимать уж всей душой. Это самые активные девушки нашего города, которые каждый день практически как на работу ходят, плетут сети наши маскировочные для ребят. Буквально вчера получили привет и благодарность от воинов. Помогают вообще все интинцы, кто деньгами, кто вот участием, временем, своими силами, транспортом и так далее. То есть у нас очень много благодарных жителей города, которые готовы чем могут помогать. Удобство северных городов в том, что они маленькие, компактные, и можно все дела делать буквально за час. И мы уже идем пешком в Центр национальности. Татен заласмян выставка ясмунены мян заезжает выставка са мастер года. Быдво мунеса итог интинский мастер яслен. Там нам прадеды на Карлама. Ой, мег, не тадмыт того. Бабелы кенин шоарыш выледжик деделы, прадеделы, наверное, уже унжикнин. Наш проект «Территория Коми» побывал в Инте, в золотом сердце нашей республики. История города начиналась с геологоразведочных работ на угольном месторождении. К сожалению, сейчас шахты затампонированы. Угледобыча в Инте прекратилась совсем недавно. В 2019 году перестала работать последняя шахта. Но все же в Инте до сих пор продолжают жить и творить. Здесь работают школы. В них учатся дети. Мы в местном отделении движения первых провели мероприятие «Территория Коми в школах». Я Кристина, студентка Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа, интинского филиала. Учусь на мастера жилищно-коммунального хозяйства. Когда закончу работать, не по профессии пойду, а недалеко от дома буду с мамой. Меня привезли сюда в 9 месяцев. Я была еще достаточно маленькой. Ну, мне очень нравится Инта. Она завораживает своей природой, потому что, когда выезжаешь на снегоходе в тундру, прям глаз не оторвать. Мероприятие безумно интересное. Моя приоритетная цель в движении — это чтобы больше ребят узнали, конечно же, о Республике Коми, о традициях. Нужно рассказывать про свою республику, чтобы память о республике, всякие народы и их события, традиции оставались в головах людей и переносились в последующие поколения. Вот многие говорят, что город Инта является вымирающим. Мы так не считаем, потому что сейчас на данный момент в Инте около 3000 человек — это молодежь. И вот в прошлом году, в 24-м, в мероприятиях движения первых приняло участие около 800 человек. Это большая цифра, 800 человек — это очень много на самом деле. И мы стараемся расти и привлекать как можно больше молодежи к таким общественно полезным делам. И вот благодаря предпринимателям интинским, которые нам помогли открыть это пространство, мы привлекаем молодежь и показываем им, что действительно в Инте можно работать, можно заниматься и развивать себя. Север, Арктика — это действительно круто. Инта, есть такая широта, где природы красота, тундра здесь берет начало. Заповедные места, где распахнуты врата приполярного Урала. Приполярного Урала.